Хайрлы күн, с вами учитель казахского языка. Тема сегодняшнего урока — это үй, то есть дом, комнаты дома. Повторяем за мной слова. Ну, начнем с слова кухня, да? Кухня на казахском языке — асхана. Асхана. Гостиная. Қонақ бөлме. Қонақ бөлме. Комната. Бөлме. Бөлме. Спальня. Жатын бөлме. Жатын бөлме. Туалет. Дәретхана. Дәретхана. Ванная. Жуынатын бөлме. Жуынатын бөлме. Дом. Үй. Үй. И еще хочу остановить сегодня на правило тәуелдік жалғау, притяжательное окончание. То есть на русском языке можно просто вот моя комната, твоя комната, ваша комната, его комната. Просто слово комната здесь ставится и все, да? На казахском языке то же самое. Менің бөлме. Вот здесь нужные слова ставятся. И после надо добавляется притяжательное окончание, которое относится только менің. Вот оно. Так и должно заканчиваться. Если начинаете свое предложение от сенің, то есть твой, то обязательно должны быть эти притяжательные окончания. Еще здесь по 3 и по 4 формы, да? Как их использовать? Давайте вот асхана слово разберем. Асхана — это вот звонко произносится, во-первых. И во-вторых, оно заканчивается на а. Если слово заканчивается на а, то окончание должно начинаться на согласного. То есть это гласный асхана а. Теперь окончание должно начинаться согласный. Да. То есть моя кухня — это менің асханам. Твоя кухня — сенің асханаң. Ваша комната — сіздің асханаңыз. Вот видите? Отпадает. И выбирается твердая форма. Не эңіз, а потому что асхана слово это звонко произносится. И выбираем звонкую форму. Оның асханасы. Это вариант отпадает. Изучите новые слова, повторите, после начинайте работать с тестом. Слово есік. Это слово мы проходили в предыдущих уроках. Жатын бөлме есігі. Вот она. То есть дверь спальной комнаты.
у нас две. Вот, мно, мно.